У нас прибавление. Всем добрый вечер, всем здрасте. Окатилась чужая кошка на сеновале. Принесла 4 котят. Вот. За 2 дня до этого очень сильно ее напугала наша овчарка. Но думала, все, спасла я ее от этой беды. Вот. Я ее поймала, она, бедная, в шоке, глазки такие. И красивая, очень красивая кошечка серая. Окрас такой прям, как норка, шубка. И это... Ну, думаю, все, уйдет она теперь в другое место, побоится у нас оставаться, тем более она котят нам не принесет. Ну, буквально через пару дней пришла управляться, и я слышу писк котят. Принесла 4 мамаша. Ну, налила ей молочко, посмотрела котят. 3 мальчика и 1 девочка. Думаю, ладно, не во дворе. Думаю, тут пока глазки откроют, я их, наверное, переведу куда-нибудь подальше, чтобы Зангуч не достал. Вот такие планы. Кормила, подкармливала, поила. Молочко было всегда с водичкой. Стояли у нее. Ну и в одно утро прихожу, молочко стоит, нетронутое. То, что я принесла, лежит. Думаю, наверное, она принесла что-то, притащила, поела, сытая пришла. Ну, вечером та же картина. И днем я прихожу, смотрю, они высоко. Вот. Ну, думаю, что-то мне что-то заподозрила я неладное. Думаю, ну, хоть бы не случилась беда, хоть бы она их не бросила. Вот. Сделала рассылочку. Я сделала рассылку и по всем группам, которые у меня есть, которые знаю. Когда я эту кошку увидела, я всем написала. Может, у кого-то она потерялась, ошейника на ней не было. Такая чистая, прям очень красивая кошечка. Ушки маленькие, я не знаю, что это за порода, но она точно не дворняжка. И никто не ответил. Понятно, что на сносях кошка не нужна никому. Вот. И описала я кошку уже буквально через, наверное, 4-5 дней. И я написала, что вот у нас кошка окатилась, и если кто видел, она исчезла, она пропала. И ответили, что на дороге лежит кошка сбитая, мертвая, машина ее переехала. Я в это поверила, потому что она какая-то как ручная, что ли, была, не боялась. Она, Зангуч выскочил, она сидит на земле и такая вот прям, видит, что собака рванула к ней, она вот только потом, и то с этим животиком на забор никак не могла взобраться. Это хорошо я там была, он бы ее разорвал. Вот. Но она и так недолго прожила. Но это лучше, чем так. По крайней мере, я этого не видела. Было бы очень хорошо, если бы не случилось вообще никакой беды с ней. Ну, написали, что серая кошка. Я опять докапывалась. Доставала людей, спрашивала, такая она была, такая. Одним словом, ее похоронили. Вот. Я ходила в этот магазин, мне написали, где примерно она лежала. Ее там не было, и я, конечно же, дотошная спрашиваю, вот в каком месте, как. Ну, мне объяснили, что вот муж ее похоронил. Вот, и остались вот эти вот малыши. А что с ними делать? Вот. В зоомагазине есть бутылочка. Такая вот штучка.
Это бутылка, любая бутылка, она подойдет для тех, кто не пил молочко матери. А вот которые уже почти неделю под мамой были, и они очень тяжело привыкают к соске, не хотят пить, еле-еле они научились, вот честно, еле-еле. Ну вот теперь растем вот так вот каждые полчаса, полтора часа, потом максимум. Я их подкармливаю. Не подкармливаю, я их кормлю из этой бутылочки, потому что как услышу, что они проснулись и начали орать, я прибегаю, прилетаю сразу же, накормлю, уложу и пойду. И, кстати, Марыська у меня тоже кошка, которая пришла к нам жить. Рыжий привел ее. Она стерилизованная кошечка, но я покажу вам, как она за ними ухаживает. Она как может. И в этот ящик она забирается, она их греет. Одним словом, пытается заменить и маму. Ну, вот такая у меня Марыська, оказывается, чуткая, добрая кошка. Но я вам покажу. Чужих детей не бывает, это точно. Вот такие новости. Ну, растут и растут. Памперсы. Какие памперсы, блин? Вот эти вот салфетки одноразовые. Нам хватает их на полдня. Мокрые бывают, потому что они ужасно, как утки. Что они выпьют, то из них и выходит. И вот сейчас вот тряпочкой тепленькой положила им в ящик вот эту тряпочку, застелила, и они, смотрите, уснули. Но это недолго. Буквально через час они проснутся и начнут орать. Ну, молочко я тут взяла, поставила, оно тепленькое. Бутылочка стоит водички в теплой. Вот. Ну, что, надеюсь, что они начнут очень скоро кушать самостоятельно, и мне будет легче. Вот, всем добра, всем пока, спокойной ночи.